А я хотела задать Лилии Чемпургановне вопрос. Когда вы разрабатывали этот кодекс и оптом принимали, вы спрашивали у гражданского сектора или спрашивали у других? Вы когда протаскивали их, сколько вариантов было, кто участвовал, какие версии вы расслушивали? Далее, Лилия Чемпургановна, а где ваши разработчики? Почему ни один из них не участвует, на заседание не приходит? В том числе и вы. Когда надо голосовать по существу вопроса, вас нету. Вы принципиально уходите. Извините, в группе... на личности не переходить. Я хочу сказать, дайте сказать, я член рабочей группы, имею право полноценное. Дело в том, что во время заседаний у нас есть регламент подписанный, где в рамках регламента каждый должен приходить работать. А если он не хочет приходить работать, то он должен добровольно покинуть группу. Это первое. Второе. Я хочу сказать, когда в ответственный момент идет голосование, то разработчиков никого нету, никого не отсутствует. Но при этом разработчики в группу ввели своих сторонников, которые составляют 70%. 70%. И даже ряд моментов, нарушающих права человека, то, что остаются, это прямая заслуга разработчиков. А кто-нибудь посчитал, какой ущерб понес кыргызский народ, кыргызская страна, какой ущерб материальный, моральный? Разве цифра 44 тысячи человек, которые сидят, ждут в свою очередь, чтобы по ним вынесли решение, это проступок или правонарушение, разве это вам ни о чем не говорит? Вы понимаете, да? Вы лишили прав потерпевшего всех прав каких-либо возможно. Нету прав у потерпевшего, есть права только у обвиняемого в этих кодексах. Вы меня простите, проступок перевели трансграничные преступления, проступок перевели коррупцию, проступок провели как раз-таки уничтожение права женщин, уничтожение здоровья женщины, все переведено в проступок. И вы ввели коррупционную схему от стальки-то до стальки. Вы понимаете, когда и прокуратура, и судьи, и РОВД может спокойно считать, сколько держать. Где сроки? Где сроки? Почему? Кто забыл сроки в этих кодексах? А потом я хочу сказать, вы же вводите в заблуждение даже наших международных доноров, донорское сообщество. Вы уже об этом говорили. Да, я говорила. Вы даже не посмотрите, вы, имея такие полномочия, неограниченные, с госпожой Маматкаримой Гульмирой вместе несете, извините, я хочу сказать, за пропажу Конституции никто не отвечает. На личности мы не переходим. Хорошо. Кодексы сегодня. Что можно говорить о кодексах? Говорите про новые кодексы, говорите про новые кодексы. Спасибо, извините, господин Иванов. На сегодня для донорского сообщества, когда в кодекс только одним вносится больше 160 изменений, что можно сказать об этих документах? За один присест, вы подумайте, 160. И вообще ни одна страна под давлением отдельных личностей не меняет комплекс всех кодексов. Все, это трагедия. И за эту трагедию кто будет отвечать вопрос? Сегодня в тех кодексах, которых мы вводим, мы ввели ряд норм. Но сегодня вопрос защиты еще остается в этих кодексах открытым. Мы каждый день это полемизируем и записываем. Я приглашаю Саню Токтагазиеву, всех остальных участвовать в разработке этих кодексов. Я хочу отметить, что часть прав потерпевшего сейчас практически только на 60% возвращено. На 60%. В том числе и защита пострадавшего. И поэтому, пока эта работа идет, пусть гражданский сектор включается. Пусть включается правозащитное сообщество. Я хочу отметить... Ко всем участникам. Я понимаю. Сегодня, во-первых, мы договаривались о чем? Когда мы подписывали регламент, мы договаривались, что никому мы не будем выносить, пока мы не закончим вариант. Это вариант пока идет, этот вариант не опубликован. Наш вариант работы продолжается. Мы каждый день продолжаем работу.